К 85-летию плана Гойл-Ро на Нюрнбергской ГРЭС уже были подведены итоги соревнований комплексных бригад оперативного персонала. А непосредственно накануне Дня энергетика на станции впервые прошел конкурс профессионального мастерства начальников основных цехов. По сути, это был уже 4-й, заключительный этап конкурса, в котором руководители совместно с подчиненными должны были продемонстрировать свои таланты. На победу претендовали 5. Виктор Богданов, электроцех, Михаил Потапенко, цех тепловых сетей, Вадим Галицкий, котлотурбинный цех, Сергей Князев, Чульманская ТЭЦ и Михаил Солонец, топливо-транспортный цех. Теоретические знания, производственные показатели, обеспечение охраны труда, работа подразделений уже была оценена по достоинству в предыдущих станционных конкурсах. Теперь пришлось искать и находить, как в работе, так и в самих себе, начало творческое. Написать рассказ или даже стихи, спеть песню или частушки, показать этюд. Это может быть сложнее, чем отдавать распоряжение в кабинете руководителя. Но, как выяснилось, ничего невозможного для энергетиков нет. В начале конкурса участники представили свои визитные карточки. Рассказали об истории, задачах и успехах цехов, о наиболее известных нюрнбергинцах, начинавших свою трудовую деятельность в этих подразделениях станции. Во второй части конкурсанты окончательно вжились в сценические образы и поразили зрителей и болельщиков разнообразием жанров своих выступлений. Театральное представление, вокал, ода. Рассказать о трудовых буднях, как выяснилось, можно разными способами. А под занавес руководители травили байки. Впрочем, сомневаться в достоверности их рассказов и воспоминаний не приходится. Во-первых, строгое жюри соврать не позволит. А во-вторых, судей в этот день было больше конкурсантов почти вдвое. Итоги огласил председатель жюри и по совместительству главный инженер Нюрнбергской ГРЭС Алексей Старцев. Победила не столько дружба, сколько молодость, то есть самый молодой из участников, начальник котлотурбинного цеха Вадим Галицкий. Лучшему начальнику цеха о том, что он лучший, будут отныне напоминать золотые часы с соответствующей гравировкой. Вторым в этом конкурсе стал начальник электроцеха Виктор Богданов. Все остальные участники были отмечены денежными призами и любовью зрителей.